самое главное, надо реформу надо сделать. Здесь должна быть не революция, а эволюция должна быть. Все те, которые чиновники, вот за это время, 30-35 лет, по правде говоря, ничего не сделали. Это сплошной регресс. Не прогресс, а регресс. Эти чиновники действительно до такой степени докатились, что каждое заведение – это их собственность. Если эту реформу мы не будем делать, все старые чиновники должны уйти. И кроме того, просто так не уходя, надо им сделать иллюстрацию. И надо им срочно проверить, чем они занимались в это время. И вот поэтому наше требование, что все чиновники, те, которые раньше сидели, все должны уйти. Все должны уйти. Вот чистка должна быть самих себя. Кто я на самом деле? Зачем я родился на этот свет? Что я сделал хорошего для своих учеников, чтобы ученики были сильнее, чем преподавателя? А у нас как получается? Просто пришел и ушел на работу, а это чьи деньги? Народные деньги. Зарплату получает, а качества нет. Вот где результат? В конце концов, должно быть результат, а у нас где? Мына Кудайбергенов Казахстанда шығып атат дүйнөлүк аренаға. Правильно, да? А где наши? Где мы должны таких вырастить-то? Потому что каждый в своем норе живет. А это должна быть, систему надо менять. Правильная методика обучения должна быть, чтобы наше будущее поколение, они должны быть сильнее, чем мы. И, конечно, чтобы флаг кыргызский поднимал выше-выше. Вот таких кадров мы должны именно взращивать. Не в чиновников взращивать должны мы, а именно профессионалов, которые знали, не только духовно богатые были, они должны быть и человечнее. Они должны знать свои обряды, традиции. Изучая Манас, придете именно истине своей. Образ жизни должно в это. Вот наша идеология это там находится. В наших обрядах, традициях все заложено. А просто так на халяву родился, на халяву умрешь. И вот поэтому наши требования, все чиновники, те, которые сидели 30-35 лет, они должны все уходить. Без этого реформу никак не сделать, потому что за 30 лет, до нашего суверенитета, они еще существовали. Вот эту мафиозную структуру надо все свернуть надо. А просто так жить нельзя. Уже сколько можно терпеть? Это я сейчас один выхожу, а на самом деле за мной стоят, знаете, сколько человек? 500 человек, те, которые заслуженные, народные артисты, разные деятели, они под поле находятся, потому что ждут, когда какая реакция будет от правительства, от Министерства культуры. И вот поэтому изменять надо. Не вот этих просто, которые ходят тамадой, занимаются там все остальное. Это разве нет? А он что сделал? Ученики есть среди них? Каждый человек должен по своей линии работать должен быть. Я музыкант, композитор, я инструментоведением занимаюсь, я должен обучать вот этот транспонирующий, это не транспонирующий инструмент, знак качества, но зная мировую классику, именно академическую школу, человек растет. А у нас что получается? Каждый человек только один инструмент играет, а где методика? У них родственных инструментов много же. Вот поэтому каждый должен пройти аттестацию. Те, которые просто так же сидят. Один репертуар, вот, допустим, некоторые оркестры живут еще в 1941 году. Такую аранжировку сейчас во всем мире не играет. Мир изменился в 21 веке. Уже совсем другое направление. Они должны быть креативны, взгляды должны быть вперед идти. Молодое поколение мы должны взращивать, чтобы они новую какую-то идею принесли, креативную, которую мы, вот это, давай вот это, все остальное. А где это нас? У нас одно и то же, монотонная жизнь, белка в колесе, а больше ничего не видим же. Вот поэтому наше требование, все те, которые сидевшие еще при советской власти и вот до этого времени, они всех надо иллюстрацию и, конечно, кого надо будет сажать надо. Потому что невозможно за 30 с чем-то лет они сидят, что идеальны. Идеальны только Бог. И вот поэтому те люди, которые проверяющие, они тоже связаны, значит, тогда везде идет коррупция. С этой коррупцией как надо заниматься? Вот поэтому, что я сейчас один вышел, а через неделю будут выходить еще другие люди. То же самое авторитетные, которые вкладывали именно в культуру большой вклад.
А потом уже начнется, давайте уберем это, давайте уберем это. А те, которые именно, я как их называю, крысами или как его там, шакалами, я правильно сказал, да? Вот поэтому эти люди, они, конечно, будут защищать их сторону. Вот это же такое-то звание есть. А как они взяли звание? Они отвечают сейчас в данное время на это звание. Вот пускай тогда проверят, комиссии создадут, и не комиссию вот именно с Белого дома, знакомые там одни, опять же, бюрократы придут слушать, а не другие лица, которые действительно понятны в этой структуре. Вот тогда будет справедливо. Вот поэтому еще раз повторюсь, чтобы все те чиновники, которые сидели раньше, они добросовестно должны уйти, записать объяснительное. И время пришло, наверное, думаю, что все ушли. Слушайте, сколько можно, допустим, 75 лет в одной точке сидит и до сих пор старик еле-еле ходит, а на самом деле, ну-ка поиграйте, у меня палку продержи. Как это возможно? Надо дать свободу, чтобы молодое поколение пришли на это место. Или я неправильно говорю? Справедливость должна быть восторжествовать. И борьба наша в этом заключается. Вот поэтому каждое место должно быть сильнейшее. Вот, например, я скажу, в консерваторию имени Курмангазы в Казахстане 31 год человек. Молодой парень. Дирижер имени Курмангазы оркестр, народный оркестр, тоже 31 год. Все новые лица. Ну какой креативный, какая энергетика идет. К примеру возьмем. А если взять Прибалтику, не говоря о Европе, вся молодое поколение, не забывая старое, носят еще современный вариант, а без старого никогда не бывает новое. И старое вместе тянут. А у нас такого нет, у нас все эгоисты одни. И привыкли в одном месте сидеть вот в комфорте. А вот это все, там в следующую неделю я столько денег заплачу, вот, то есть получу это все. Материализованные люди не духовность, а самое главное, вершина должен понять, что самое в первую очередь это духовность. А материальность, она превзошли нас. Наша задача вот это. Вот поэтому я не побоюсь сказать, пускай на английском называется Jam Session, на русском говорят один-один, а на крымском джеки-меджеки. Они смогут прийти? Я поставлю сейчас из дома, я вытащу сейчас все полностью, где-то 40 инструментов. Они названия этих кыргызских инструментов даже не знают. Сами кыргызы эти не знают, потому что не изучали никогда, манас не изучали. Вот человек должен начинать с себя. Вот поэтому я правильные требования даю. Не только я, а мое окружение, потому что я сейчас одиночно выступил, а все остальные уже готовы поддержать и поддерживают. Сейчас телефон взрывается, везде звонят, алло, где, какая помощь, где придем и так далее. Вот поэтому накопилась эта проблема уже давно, болото. Потому что в первую очередь именно духовный мир. Это наша вот это застой, именно утопия вниз болота, это Министерство культуры, которое уже за 30 лет накопилось туда. Не только вот этому молодому министру относится, а те, которые раньше сидели, просто сидели для себя, для своего кайфа, а на самом деле результата нету. В этом и заключается. Да,